Главные события понедельника, 11 марта, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вначале коротко о темах. Союз писателей Якутии предлагает сделать литературу разных народов России доступнее. Председатель Союза выступил с такой инициативой и обратился в приемную Владимира Путина. Толщина льда выше нормы зафиксирована на участках 4 рек Якутии. Наибольший прирост за первую декаду марта отмечается на реке Адыче в Верхоянском районе. Города республики получают новые импульсы развития. Расскажем, какие объекты появятся в Мирном и как изменится облик озера Сайсары в Якутске. Помнить и чтить подвиг предков с малых лет. В гимназии поселка Нижний Куранах на постоянной основе действует экспозиция «Бессмертный полк». Первый признак наступления весны – Масленица. В Нерюнгре праздник встретили гуляниями, угощениями и, конечно, добрыми делами. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля текущего года представить предложение по новому национальному проекту, направленному на воспитание личности на основе традиционных ценностей. Об этом сообщается на сайте Кремля. При этом ответственными назначены премьер-министр страны Михаил Мишустин и заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Совсем скоро стартует всероссийское рейтинговое голосование на благоустройство общественных территорий. В столице Алмазного края в минувшем году на конкурсе был выбран проект по благоустройству городского парка. Но уже в этом году Мирный предложит сразу 2 проекта в голосование. Подробности знают наши коллеги. Несмотря на то, что в прошлом голосованию по благоустройству голосов чуть не хватило, в этом году все же благоустроит парк отдыха. Здесь появятся новые зоны активного и тихого отдыха. А в этом году городские власти намерены продвинуть 2 проекта по благоустройству общественных территорий. У нас по благоустройству улицы Ленина и площади Ленина у нас будет мощение тротуарными плитками, установка и замена малых архитектурных форм, то есть скамейки, урны, современные, и освещение. Работа по изменению общественных пространств начинается с выбора территорий для благоустройства. А вот какие территории хотели бы улучшить сами жители алмазной столицы. Освещенный пешеход поставили на пересечение Аюнский-Московский. Вот там хорошо. Вот такую вот яркую пешеходку туда поставили. И некоторые детские площадки нуждаются. Да. Больше тренажеров, детских площадок. Федеральный проект формирования комфортной городской среды уже привел к благоустройству несколько общественных пространств города. Тем не менее, в этом году администрация намерена еще больше усилить работу по информированию граждан для голосования. А это означает, что красивых мест для прогулок станет больше. Анна Васильева, Мирный. Республика направила миллиард рублей в рамках реализации региональной программы поддержки местных инициатив в 2024 году. В минувшем 2023 победителями были признаны 291 заявка с проектами на общую сумму 805 миллионов рублей. Дополнительное софинансирование составило 244 миллиона рублей или 30% от общей стоимости проектов. Напомню, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил важность разработки планов развития городов и поселков в соавторстве с их жителями, а также необходимость активнее использовать механизмы, когда люди сами определяют, на какие объекты и на решение каких проблем необходимо выделить деньги в рамках благоустройства в первую очередь. Ну а тем временем в Якутске продолжаются работы по благоустройству набережной озера Сайсары. На сегодняшний день ведутся работы по обсыпке и укреплению береговой зоны для оборудования пристани. О том, как будет выглядеть обновленное набережное озеро, расскажет моя коллега Марфирина Алексеева. Набережное озеро Сайсары исторически является особым местом на карте Якутска. Оно наделено рядом смыслов в городском и культурном контексте города. Сегодня озеро и прилегающая территория являются национальным ландшафтно-этнографическим парком. Ведутся масштабные постройки, например, возведение крупнейшего культурного комплекса на Дальнем Востоке, Арктического центра эпоса и искусств. Ведется благоустройство береговых зон. Обустроен будет сквозной проезд, будем говорить так, транзитный проезд мимо Триумфа вдоль береговой линии озера, для того, чтобы жители, и гости города могли круглогодично, круглосуточно пользоваться круговым проходом по озеру. Не так, как сегодня, потому что сегодня Триумф является зоной тупиковой.
И вот для обеспечения полностью транзита жителей мы будем там производить берегоукрепительные работы и, соответственно, благоустроим там также велодорожкой, тротуарными частью, ну и зонами отдыха соответствующих проектов. Основными точками притяжения, согласно проекту, будут территория спорткомплекса «Триумф» и сквера Матери. В районе «Триумфа» будет сооружена активная зона для занятия спортом и баскетбольная площадка. В районе сквера планируется организовать зону отдыха с детской площадкой, малыми архитектурными формами, круглогодичным павильоном, пирсами и озеленением. В итоге набережная будет современным общественным пространством для отдыха горожан. Молодежь радуется, что подобные площадки появляются не только в центре. Тоже люди живут, не всем же в центре там специально ехать и гулять. Ну, вот хорошо, что тут есть у нас, у сайсаров. Я, например, летом вот по скверу Матери бегаю и катаюсь на велике. Мне бы хотелось, чтобы я тоже включала в свой бег, ну, то есть совместно с бегом какие-то упражнения. Людям нужно где-то заниматься. Не у всех есть деньги на абонемент, как различные спортзалы. Для велосипедов будут отдельные дорожки. Они не будут сбивать людей с пути. Это будет удобно для всех. Вокруг озера появится непрерывная велодорожка. Соорудят 3 пирса с лодочными станциями. Отмечается, что набережная вокруг озера Сайсары будет полностью благоустроена в течение нескольких этапов по 6 участкам. Завершить работы планируется в октябре текущего года. Среди крупных объектов, которые благоустроят в Якутске уже в этом году, это набережная Романа Дмитриева, а также площадь Ленина. Марфелина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Якутия готовится к выборам президента России. В республике работает 35 территориальных избирательных комиссий, готовятся к открытию 811 избирательных участков. Из них 790 постоянных, также образован 21 временный избирательный участок. По данным на 10 марта, досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях проголосовали 6806 избирателей. При этом все избирательные участки прошли проверку соответствия требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. 333 избирательных участка были оснащены стационарными металлодетекторами. На каждом избирательном участке в дни голосования будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Тем временем, в связи с проведением выборов президента России в Якутске часть школ 15 и 16 марта перейдет на дистанционное обучение. В 35 муниципальных образовательных учреждениях, из них в 32 школах, развернуто 59 участковых избирательных комиссий. Поэтому их учащиеся перейдут на дистанционку. 18 марта первая смена также будет на удаленном обучении в связи с санацией помещений. Глава Якутии Айсан Николаев провел планерное совещание с руководством правительства и администрацией главы правительства Якутии. Айсан Николаев дал положительную оценку итогам отчета правительства за работу в минувшем году. Участники совещания доложили главе региона основные параметры социально-экономического развития республики, о ходе исполнения нацпроектов, строительству школ, а также итоги значимых общественных мероприятий, в том числе 10-го международного турнира по вольной борьбе имени Романа Дмитриева и Дне народного мастера в Якутии. 28 молодых семей Ленского района получили денежные сертификаты на приобретение жилья на общую сумму более 38 миллионов рублей. Кто-то из них этими средствами погасит ипотеку, кто-то приобретет квартиру, а кто-то купит дом. С семьями, получившими поддержку, встретились и наши коллеги. Многодетная семья Максимовых получила сертификат на приобретение жилья на сумму чуть меньше 1 миллиона 900 тысяч рублей. Этого момента супруги ждали 5 лет. Очень рады. Для их семьи это существенная поддержка. Молодые люди уже знают, как использовать средства. Приобрели квартиру в ипотеку и, получается, социальную выплату направим на погашение остатка. То есть, получается, у нас как раз-таки так получилось, что сумма такая и осталась. И, получается, мы закрыли ипотеку благодаря молодой семье. Анастасия Маклагина, жена военнослужащего, получила сертификат на 1,5 миллиона рублей. Своей радостью сразу же поделилась с мужем, который находится в зоне проведения специальной военной операции. Супруги растят 2 детей. Своего жилья у молодых людей нет, живут у родителей. Но сегодня они задались целью найти подходящий вариант, а выделенная сумма станет стартовым капиталом. Нам позвонили пару месяцев назад, пригласили для получения сертификатов. Ну, мы очень рады, мы даже не верили, когда нам позвонили, что наконец-то прошло.
В Ленском районе программа «Молодая семья» получает финансирование из нескольких бюджетов – федерального, республиканского и районного. Основная часть выделяется из местного бюджета. В этом году она составила более 27 миллионов рублей. Мы вливаем и софинансируем из бюджета достаточно большие финансовые средства. И среди субъектов, среди районов по республике мы на передовых позициях, конечно. И в планах на следующие года также хотим увеличить эти объемы для того, чтобы нам очередь сделать в год, чтобы было, наверное, чуть побольше. В этом году в Ленском районе жилищные сертификаты получили 28 семей, 17 городских и 11 семей из наследков. Напомним, что суммы у жилищных сертификатов разные в зависимости от количества членов семьи. Так, семья из 2 человек получает социальную выплату в размере 876 тысяч рублей, из 3 – 1 миллиона 126 тысяч рублей, из 4 – 1,5 миллиона рублей, из 5 – чуть меньше 1 миллиона 900 тысяч рублей. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. На реках Якутии, по данным на 10 марта, толщина льда в основном ниже средних многолетних значений на 5-55 сантиметров. Превышение нормы на 12-14 сантиметров наблюдается на участках рек Лены, Алдан, Вилюй и Колымы. Речь идет об участках у Пеледуя, Алекминска, Покровска, Сангара, Батамая и между Зырянкой и Среднеколымском. На реке Лене толщина льда составила от 60 до 170 сантиметров, на реках Алдан, Амга и Вилюй от 55 до 140 сантиметров, на реках Северо-Востока Республики от 80 до 140 сантиметров. При этом наибольший прирост за первую декаду марта отмечается на реке Адыче в Верхаинском районе. Толщина льда здесь увеличилась на 8 сантиметров. В столице республики проходит трехмесячник по санитарной очистке города. Об изменениях в правилах благоустройства на территории Якутска в этом году расскажет Вероника Таюрская. Под конец декабря 2023 года Якутской городской думой были внесены изменения в правила благоустройства территории города Якутска. Были увеличены расстояния до внешних границ прилегающих территорий. Так, для частных домов дистанция увеличилась до 10 метров. Для гаражей и гаражно-строительных кооперативов стало 20 метров. Для торговых объектов расстояние составляет 40 метров, а для нестационарных объектов торговли – 15 метров. Так, например, по МКД расстояниями прилегающих территорий стало 40 метров. Раньше было 2 метра. По торговым объектам, если это НТО, то стало 15 метров. Если это социальный объект, то стало 40 метров, а было 5 метров. Наша съемочная бригада поинтересовалась у жителей частных секторов столицы, знают ли они о изменениях в правилах благоустройства территории Якутска, а также как они вывозят снег с дворовых территорий. Как вы вывозите снег? Сами. То есть вы заказываете машину? Да. И вывозите, соответственно, на полигон, да? Да, да. Якутская городская дума внесла поправки в правила о вывозе снега. Вы слышали об этом? Я телевизор, новости не слышу. Я не знаю, не на солнцах там день у канава выливают. Ну, чистый снег имеется в виду. А с мусором, мусор у них, по-моему, на машине возят. В соответствии с правилами благоустройства запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, придомовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов, объектов индивидуального жилищного строительства. Кроме этого, запрещено складировать снег, счищаемый с территорий частных домов, за пределами двора в неустановленных местах, в том числе на проезжей части улиц, тротуарах. За нарушение этих правил, этих требований может наступить административная ответственность по статье 6.25 КоАП Республики Саха-Якутия, а штраф по которой может доходить до 1 миллиона рублей максимум. По этой статье, например, если затронуть практику, то в прошлом году было составлено 37 протоколов за зимний период, то есть 22 года, 23 года, по которым наложен штраф на сумму 80 тысяч рублей. То в этом году уже идет рост, составлен за зимний период этого года, то есть уже составлен 141 протокол, по которым наложен штраф уже на сумму 1 миллион 319 тысяч рублей. Весь убранный с улиц города, в том числе со дворов частного сектора, чистый снег должен вывозиться на специальный полигон по улице 50 лет Советской армии. Место складирования снега и наледи с результатами лабораторных исследований, превышающими предельно допустимые концентрации, определено на городском полигоне по Вилюйскому тракту 9 километр. Вероника Таюрская, Павел Пахомов, Семен Семенов, Якутск.
В республике продолжается реабилитация участников специальной военной операции. Медицинская помощь участникам и их родственникам оказывается в приоритетном порядке. Так, бригада врачей из Якутии вылетела в город Докучаевск для оказания медицинской помощи мирным жителям. Специалисты будут проводить с ними беседы, осмотрят раненых и проконсультируют население. Данная работа проводится по поручению главы республики Айсена Николаева. На сегодняшний день в городе Докучаевск Донецкой Народной Республики, который является подшефным городом республики, работает бригада якутских врачей-хирургов. Бригада вылетела 29 февраля. В составе бригады врач-анестезиолог-реаниматолог, врачи-хирурги, врачи-травматологи. И руководителем данной группы является главный хирург Министерства здравоохранения республики. Врачи оказывают не только практическую помощь мирным жителям города, но и активно делятся своим опытом со специалистами Центральной городской больницы города Докучаевск. В гимназии поселка Нижний Куранах на постоянной основе действует экспозиция «Бессмертный полк». На одной из фотографий запечатлена ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Максимовна Поляева. Она служила санинструктором в битве на Курской дуге, получила ранение. С внучкой и правнучкой Зинаиды Максимовны побеседовали наши корреспонденты. В постоянно действующей экспозиции «Бессмертный полк» в гимназии Нижнего Куранаха отражена память о подвигах, совершенных во имя мира и тишины. Фотографии и документальные материалы рассказывают современникам о героях специальной военной операции и Великой Отечественной войны. На одном из портретов запечатлена прабабушка ученицы 5 класса Варвары Корневой Зинаида Максимовна Поляева. Она служила на Курской дуге и была старшим сержантом медслужбы. Детство и юность Зинаиды Поляевой прошли в Казахстане. На фронт она отправилась 17-летней девчонкой. Историю семьи молодым поколением сегодня передает внучка Зинаиды Максимовны Ирина Харько. Еще девчонкой 17-летней она ушла на фронт и воевала на Курской дуге. Получила она тяжелые ранения, при этом вынесла очень много солдат с поля боя, была она санинструктором. Домой Зинаида Максимовна вернулась в звании старшего сержанта. Впоследствии своим близким о войне она рассказывала немало, хотя тема всегда отзывалась в душе болью и слезами. Рассказывала, как молодые девушки, инструкторы выносили порой очень тяжелых этих, потому что мужчины были все-таки выше, с телосложением были мощными, разными были. И вот эти хрупкие девушки выносили на себе с поля боя. Порой бывалось и под пулями приходилось им оказывать медицинскую службу. Бесконечно добрая, отзывчивая, хотя и строгая, такой маму и бабушку помнят дети и внуки. Близкие отмечают, что и Зинаида Максимовна и ее супруг Иван Никифорович, тоже прошедшие войну, безмерно любили жизнь. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Нижний Куранах. Союз писателей Якутии предлагает сделать литературу разных народов России доступнее. Для этого необходимо разработать программу по усовершенствованию и развитию художественного перевода произведений, которые написаны на национальных языках. С такой инициативой обратился в общественную приемную Владимира Путина в столице республики председатель Союза писателей Якутии Гаврил Андросов. Также он уверен, чтобы литературное наследие российских народов стало массовым и общедоступным, нужно создать централизованное издательство, которое будет специализироваться на выпуске подобных книг. Кроме того, Андросов направил в адрес Путина предложение учредить ежегодную всероссийскую премию для национальных писателей. До 2030 года в России планируется открыть 40 региональных центров консервации и реставрации библиотечного фонда. Национальная библиотека намерена войти в этот список и открыть реставрационный фонд на своей базе. По итогам мониторинга было заключено, что 15% от общего фонда Национальной библиотеки нуждается в восстановлении. Если проект Национальной библиотеки поддержат и он выиграет на всероссийском конкурсе, тогда появится возможность качественно и долго сохранять книжный и газетный фонд всей Якутии. Мы обследовали документы первой и второй категории сохранности. Всего обследованием было охвачено более 324 тысяч документов. По результатам анализа полученных статистических данных мы сейчас сможем прогнозировать, что около 43% наших фондов им требуется консервационное вмешательство. И в прошлом году мы подали заявку
на участие в открытом конкурсе к нам приезжала комиссия Российской государственной библиотеки. Воспитанники Республиканского специализированного детского дома встречают Масленичную неделю. Традиционный русский праздник в Южной Якутии прошел по всем традициям – с гуляниями, играми и забавами, вкусными угощениями и, конечно, добрыми делами. Первый день Масленичной недели – понедельник, и еще его именуют «встречей». В этот день в специализированном детском доме поселка Серебряный Бор накрыли столы и встретили Масленицу первым блином. Кроме того, дом украсили к празднику и встречали здесь гостей. Это уже традиция, всякий визит, любое благочиние, в том числе и в Нерюнгринское, бывать и в специализированных детских заведениях. Во-первых, узнавать о жизни, о проблемах, об успехах, а где возможно и свою помощь приложить. Если говорить о духовной поддержке, то она особо здесь нужна и детям, и, безусловно, этим героическим воспитательницам, которые с большим сердцем, с большой любовью женской, материнской относятся к этим крошкам. Поддерживать традиции и приумножать их для того, чтобы дети лучше запомнили праздник, его обычаи и быт. Так, одна из традиций, которая существовала и еще на Руси – катание на лошадиных упряжках. Издавна принято было объезжать деревню вокруг по часовой стрелке, как бы помогая солнцу быстрее двигаться. Сегодня это развлечение детям было организовано с помощью фермерского хозяйства семьи Егоровых из села Большое Хатыми. Все просто получилось спонтанно. Сначала позвонил нам отец Аркадий, сказал, что архиепископ Владыка приедет в гости в наше учреждение. Потом позвонила семья Егоровых, предложила покатать наших детей на лошади и на карете, на поняшке. Соответственно, праздничное настроение послужило получение таких предложений. А как без праздничного настроения? Мы устроили такое гуляние, поднимаем настроение себе и детям. Ребята с удовольствием надевали костюмы и использовали праздничные атрибуты для фотографии, угощались вкусными и ароматными блинами. Благодаря началу Масленичной недели ребята познакомились с традициями русского народа и зарядились отличным настроением. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске стартовал 9-й региональный чемпионат «Обилимпикс-2024» по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего было представлено 12 площадок, и открывающей стала Якутский медицинский колледж Вангадорского. В чемпионате примут участие более 250 конкурсантов по 25 основным и 11 региональным дисциплинам. По плану мероприятия после торжественного открытия участники провели мастер-классы по различным компетенциям. Ну а сам чемпионат будет проводиться с 11 по 31 марта. Чемпионат – это не только о медалях. Хотя за предыдущие годы, предыдущие чемпионаты, уже 35 участников от Республики Саха-Якутия стали победителями и призерами национального чемпионата «Обилимпикс». Но самое главное – это трудоустройство. Это, не зря я сказал, олимпиада возможностей. Это возможности найти себя в профессиональной жизни, реализовать себя, создать семьи, получить возможность зарабатывать на свою жизнь и на жизнь своих семей. 12 марта в Якутске состоится пресс-конференция, на которой будет представлена информация о зажжении эстафете огня 8-х игр Дети Азии. В рамках мероприятия также будет проведена и презентация факела и экипировки эстафеты огня. Сама церемония зажжения огня состоится 19 марта в национальном парке Ленские столбы за 100 дней до начала игр. Эстафета возьмет старт 20 марта в Покровске и завершится 26 июня во время церемонии открытия игр на стадионе Туймада. Напомню, президент России Владимир Путин назвал «Дети Азии» одним из самых интересных и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта, который объединяет на своих площадках талантливых и увлеченных ребят из разных регионов России и разных стран. Таким увидели этот день наши корреспонденты, ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.